Контр-адмирал, профессор Петровской академии наук и искусств, член Международного союза славянских журналистов, почетный работник морского флота, почетный работник транспорта России, почетный гражданин Прилуцкого района Республики Коми. Поэт Фомин Юлий Александрович живет вдали от малой родины 4-й десяток. Говорит, полжизни в Москве, но в родное село Обьячево тянет постоянно. К сожалению, не часто приходится бывать, хотя тянет на родину всегда. На родине всегда чувствуешь себя опять мальчиком, начинающим жить. Последний раз я был на родине в 2007 году, то есть сравнительно недавно, в Обьячево я был, по приглашению Обьячевского центра культуры и прикладного искусства. Есть там такой центр, очень интересный центр. И я там открывал выставку, которая была посвящена юбилею Республики Коми, юбилею флота. Сегодня на юбилей национально-культурного объединения «Парма» Юлий Фомин пришел тоже не с пустыми руками, со свежими сборниками стихов о флоте. Хороший повод встретиться с земляками и подарить свои творения. «Парма» — это единственное общество, объединяющее выходцев из Республики Коми в Москве. Сюда может прийти и старый, и млад, обратиться за помощью или поделиться успехами. Чтобы стать членом национально-культурного объединения «Парма», нужно одно единственное качество – горячо любить Республику Коми. Это, наверное, скажем так, не всем присуще, потому что, думаю, выходцев из республики в Москве очень много. Но мало тех, кто приходит сюда, готов отдать свое время, свое внимание общественной организации, не получая за это, естественно, какой-то зарплаты или так далее. То есть здесь в первую очередь должно быть в душе осознание того, что ты хочешь быть причастным к своему региону, даже здесь в Москве, когда есть много всего, где можно провести время. Вот. И, в принципе, все. Вот это желание самое главное. Поздравить с 20-летием общества «Парма» из Республики Коми приехали видные деятели. Первый заместитель председателя Госсовета Коми Валерий Марков, министр национальной политики Республики Валерий Коробов, председатель движения Коми-Войтер Сергей Габов, директор Финно-Угорского культурного центра Российской Федерации Светлана Белорусова. Кульминацией праздничной программы стало выступление государственного ансамбля песни и танцы «Асия К».